Мы говорим подвиг, то есть мы это называем подвиг. У нас сколько было сегодня подвигов? Или у нас сегодня не было подвигов? Ну, когда сделанный подвиг, ну, что-то сделали, там, перелили кровь в плоду, поставили правильный диагноз, там, сделали какую-то операцию. Вот. Ну, есть такое удовлетворение, и такая шутка есть, сколько сделали подвигов или не сделали подвигов. То есть рутина, честно говоря, убивает. Вот, от рутины устаешь, а от подвигов не устаешь. Что чувствует доктор, когда направляет иглу через живот матери в крошечное сердце еще не родившегося малыша? Перестает дышать. Именно так, затаив дыхание, в 2020 году в Казани, в Республиканской клинической больнице, представители знаменитой врачебной династии Лилиана и Андрей Терегуловы провели уникальную операцию. Это называется фетальная хирургия, медицина плода. Это действительно очень серьезно. Потому что здесь мы реально можем помочь скоррегировать какой-то порог, например. Ну, в данном случае вот мы были с первыми в России, которые сделали успешную операцию на сердце плода. Это было 8 августа 2020 года, в самый пик такого ковида тяжелого совершенно. Мы сделали эту операцию. Пациентка, она сказала: я буду бороться за своего ребенка до конца. И мы сделали вот эту операцию на сердце. О том, что может потерять ребенка, 28-летняя жительница Набережных Челнов узнала на позднем сроке беременности. Долгожданный малыш уже вовсю пинался ножками, когда выяснилось, что у него серьезная патология сердца. После обследования в Казани стало понятно, что в клапане аорты практически не осталось отверстия, через которое в норме должна проходить кровь для всего организма. В итоге крошечное сердечко могло просто превратиться в маленький мертвый камушек, и малыш не дожил бы до родов. Врачи решились на сложнейшее хирургическое вмешательство. Это был наш шанс, единственный, чтобы ребенок дожил до родов. Не разрезая живот матери, не разрезая сердце плода, мы под контролем УЗИ делаем прокол через живота матери, матки и дальше верхушки миокарда, сердца. Вот. После того, как мы иглу ввели в полость сердца, мы проводим специальные инструменты и баллоном доходим до клапана аорты или легочной артерии и расширяем этот клапан. Такой способ используют при спасении взрослых больных с инфарктами. Но теперь эта фантастическая методика помогает родиться и жить еще нерожденным детям. Если у взрослого аорта это примерно там 4 сантиметра, да, от 3 до 4 сантиметров, то здесь 2,5 миллиметра. Да, нам потребовалось такие маленькие баллоны использовать, такие маленькие инструменты. За этими операциями на самом деле будущее. Плод гораздо легче переживает внутриутробную операцию, чем уже после новорода, после рождения. Операция стала медицинской сенсацией. Журналисты, телеканалы, газеты в подробностях осветили эту историю со счастливым финалом. Маленький Левушка появился на свет в положенный срок с почти идеальным весом – 3700. Хорошо перенес операцию на сердце. Если там требуются какие-то дополнительные еще оперативные вмешательства, они делаются, и результат бывает, что ребенок уже продолжает жить с анатомически нормальным сердцем. Вот это вот одна из самых таких удивительных и успешных операций на сердце плода, которая в мире делается, во всем мире делается. Я думаю, что сейчас уже к нынешнему времени где-то в мире сделано около 400 таких операций. Дети живут после этих операций, наш ребенок жив. Внутриутробные манипуляции на сердце – это, конечно, вершина профессионального мастерства. К этой операции врач высшей категории, зав. Отделением ультразвуковых исследований номер 2 перинатального центра Республиканской клинической больницы, кандидат медицинских наук Лилиана Терегулова, шла почти 40 лет. В 1986 году молодой акушер-гинеколог одной из первых в республике рассмотрела в ультразвуковой диагностике потрясающие возможности.
С 1992 года она стала первым заведующим созданного отделения УЗИ в Республиканской клинической больнице Татарстана. Я даже сама, честно говоря, удивилась, что я вот пошла по этой специальности. Я была акушер-гинекологом, мне хотелось вот в РКБ работать, потому что вот у меня муж уже тут работал, ну такая больница потрясающая. И тут вот появился вот этот новый метод. Ну, как-то я почувствовала, что вот он такой живой. Я начала так немножко на нем работать, имея еще при этом акушерский гинекологический опыт, достаточно приличный. Но у меня это дело пошло. Ну, по ходу я тут уже стала разбираться уже и с другими органами. Вначале мне было очень странно. Мне казалось, что пациенты бывают только женщины. А тут оказалось, что еще и мужчины бывают. Ну, это на самом деле, это вы не представляете, это в живое, заглядываешь в живой организм. Это вот на вскрытии, да, это совершенно все другое. Все сразу становится другим. Мы же также смотрим, вот у нас здесь все живьем, у нас тут двигается кровь, там сосуды, бьется сердце. Для Терегуловой серые пятна на мониторе компьютера – это не просто проекция человеческого организма. Она часто видит то, что кроме нее не замечает никто. Потому что настоящий клинический диагност смотрит не глазами, умом, интуицией и открытым сердцем. По сравнению с тем, что было в 1986 году, когда я начинала, ну, появились вот эти доплеровские исследования сосудов. Да? То есть доплер – это вид ультразвукового исследования. Вот. Ну, сейчас появились там 3D, 4D. Это, ну, достаточно тоже большое значение имеет. Но все равно основное это, конечно, вот эта вот так называемая серая шкала изображения, которую мы видим. То есть это множественные срезы. Вот наше движение датчиком, да, вот минимальнейшее движение датчиков, множество срезов проходит перед моими глазами, и я вижу четко совершенно, например, и опухоль, и какой-то порог. Вот что ни говорите, тут должны быть способности. Не каждый врач, который мечтает стать врачом ультразвуковым, смотреть, даже не то, что врачом ультразвуковым, а просто пользоваться УЗИ, сможет вот увидеть. Вот в этой каше вот этих серых, черных, светлых тонов увидеть изображение и увидеть то чего-то вот особенное, что там есть, это не все могут. Я пробиваюсь, не знаю, наверное, как скульптор. Я пробиваюсь вот через вот эти вот все лишние камни, которые вот скульптура, да, вот скульптор все это отсекает. Я с помощью аппарата высокого класса, да, я пробиваюсь к тому, что я хочу увидеть, отсекаю все лишнее и вижу то, что мне надо. Но я должна почувствовать это интуитивно, что там есть то, к чему стремиться. Поэтому сам по себе аппарат премиум-класса ничего вам не даст. Талант и опыт Терегуловой часто дают надежду на исцеление даже в трудных случаях, а порой и само право на жизнь. Как-то незнакомый молодой мужчина на приеме признался, что родился только благодаря Лилиане Ефимовне. Оказалось, что много лет назад она не подтвердила поставленный ему внутриутробный диагноз болезнь Дауна, и его мама сохранила беременность. И таких случаев очень много. Нужно на консультацию к Терегуловой. Эту магическую фразу произносят врачи, когда непонятен диагноз пациента, или говорят больные, которым нужно решиться на сложную операцию. Если человек неопытный и не способный к этому делу, он начнет видеть то, чего нет. Это тоже одна из проблем ультразвуковой диагностики – видеть то, чего нет на самом деле. И поверьте мне, вот как это не звучит смешно, моя вот популярность, я уж как бы без ложной скромности это говорю, потому что зависит не только от того, что я там много хорошо посмотрела, да, а зависит еще от того, что очень много ко мне людей приходит, которым где-то что-то поставили, и они приходят ко мне определить, подтвердить, это так или не так. И очень часто это оказывается, что то, что было поставлено, не так. У меня это 50% моей работы, когда я говорю, что то, что вам сказали, это все-таки не так. У нас пациентов с операционных столов снимают вот без ее слова. Они к ней подходят, обнимают, целуют. К ней на телефон приходит сообщение, что вот благодаря вам, Лилиана Ефимовна, нам сегодня исполнилось 4 годика. То есть, конечно, обожание пациентов. Но она всю себя дает работе.
То есть вот этот экран монитора для нее как портал в другой мир. И вот она поставила датчик, и все, ее нет. Она полностью растворилась. Беременные – это, конечно, особые пациенты. Фамилию Терегулова они передают друг другу как драгоценную эстафетную палочку и удивляются, как она может понять, на кого из родителей будет похож малыш в утробе матери. Я даже боюсь говорить слово «здоровый». Я говорю, что он нормальный, что у него все хорошо, все нормально. И вот эта нормальность, она олицетворяет красоту плода. А вот когда уже чувствуешь, что он некрасивый, то начинаешь искать патологию. И часто находишь. Но как сказать будущей маме, что с ее ребенком что-то не так? Где найти те единственные слова, которые смогут примирить с таким известием? Как убедить, что иногда прерывание беременности – трагическое, но единственно возможное медицинское решение? Это на самом деле очень тяжелая работа, действительно тяжелая работа. Рассказать, можно увидеть, можно поставить диагноз, но рассказать беременной, рассказать мужу, который находится рядом или не находится рядом. Я пытаюсь найти разные слова, чтобы поддержать женщину в этот момент. И я, например, вижу, что здесь лучше говорить, что это не ребенок, это плод, что он болеет, что у него есть проблема, что вот эту беременность надо прервать, потому что этот плод не жизнеспособный, что он все равно умрет или будет глубочайшим инвалидом. И я пытаюсь ей объяснить, что это болезнь, что это не ее вина. У Лилианы Ефимовны своя четкая концепция, что нужно стараться помочь малышу прямо там, в животе, потому что это намного эффективнее, чем быстренько его достать и начать лечить, как это часто принято у акушеров-гинекологов. Ее методы лечения помогают и женщинам, которые не могут забеременеть, и делают их бесконечно счастливыми и сохраняют семьи. Она очень творческий человек. Она ничего не делает стандартно. Она делает так, как делает она. Это во всем. В жизни, в отношении ко всему. Это в работе. Это абсолютно во всем. То есть, и поэтому она достигла очень высоких результатов в своей области. Именно потому, что она делает это все творчески. Никаких стандартов. Все осмысление, и это, конечно, главная черта, которая ее в жизни очень и очень помогает. В детстве, как ни странно, маленькая Лиля не играла во врача, но с интересом разглядывала, как устроена селедка и какой у нее позвоночник. И до 14 лет играла в куклы. Может, оттуда интерес к акушерству. Судьба вела ее в медицину вопреки всему. Мечту о белом халате не смог перечеркнуть даже советский антисемитизм, когда на экзаменах в мединститут ей за 5-й пункт откровенно занижали оценки. В итоге Лиле не хватило полбалла. И тогда ее мама поехала в Министерство просвещения в Москву и пробилась к министру. У меня фамилия Лизеровская, еврейская фамилия. Мама у меня татарка, папа у меня еврей, мама татарка, как настоящая еврейка. Пробила все стены. Ну, татары и евреи, кстати, очень похожи по своему такому, какому-то такому силе, такому темпераменту, какому-то такому воле какой-то к победе на самом-то деле. Вот она попала и все ему объяснила, он все это воспринял, он написал принять кандидатом, прям тут же все это. Вот так я попала в мединститут. Вот это вот действительно судьба. Вот. Она, кстати, тоже, у нее фамилия была Чанышева, тоже из татарской аристократии, аристократическая фамилия Чанышева. Поэтому Чанышева, Терегулова, в общем, все равно все в один клубок переплелось. А вообще, когда обижают татар, я говорю, что я татарка, когда обижают евреев, я говорю, что я еврейка. Поэтому у меня возможности очень большие кому-то противостоять. Сегодня имя Лилианы Терегуловой хорошо известно в международной профессиональной среде. Ее доклады звучат на всероссийских и зарубежных конгрессах во всем мире, от Копенгагена до Лос-Анджелеса.
Два знаменитых врача, Юрий и Лилиана Терегуловы, вносят огромный вклад в проведение в Казани авторитетного международного форума в честь выдающегося физиолога Александра Самойлова. Лилиана Ефимовна – член Всемирной ассоциации врачей ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии. У нее множество научных исследований. И ей предлагали работать в престижных американских клиниках. Нас пригласили, потому что увидели, как Лиль работает на ультразвуке. И мы были в Вашингтонском университете и прошли там стажировку. И именно тогда я понял, что я жить в другой стране не хочу. Я это понял, что там мы так реализоваться не сможем. Ну и, собственно, свой язык, свои люди, своя культура, конечно, это та вещь, которую просто невозможно за это перешагнуть. Поэтому было понятно, что там все очень интересно, там надо изучать, там надо учиться, но жить надо здесь. Я стала заведующей отделением, мне было 30 лет. А мужу было вообще 26 лет, когда он стал заведующим отделением. То есть мы были очень молодыми заведующими. Вот. И уже была группа такая людей, которых на нас смотрела с надеждой. Он создал аритмологию у нас в республике, муж. То есть это была одна из первых в России отделение аритмологии, было создано в РКБ. Вот он это все сделал. Лилиана Ефимовна не жалеет свой опыт и знания для других. Она доцент кафедры ультразвуковой диагностики Казанской медицинской академии. Читает лекции, ведет практические занятия для врачей. Но рядом могут остаться только такие же максималисты и трудоголики, как она сама. Но если ты ей не понравишься, то шансов у тебя уже нет. Было очень страшно. Я подхожу, спрашиваю, у меня дико колотится сердце, а можно мне постоять и посмотреть, пожалуйста, немножко? Она говорит, ну, постой. Проходит один день, проходит второй, меня никто не выгоняет. Я с головой погружаюсь в этот мир ультразвуковой диагностики, которую она мне показала. Вообще забываю про свою ординатуру. Меня даже отчислить хотели. И вот так вот практически абсолютно молча я простояла за ее спиной где-то 8 месяцев. Вот в этом она вся, это бешеное желание жить, пылающий огонь внутри, который на самом деле нас всех зажигает. Ей как будто лет 20. То есть до такой степени она в себя влюбляет, притягивает. Сейчас Лилиана Ефимовна часто работает с сыном Андреем Юрьевичем. Такой семейно-профессиональный тандем ультразвуковой диагностики и хирургии. Этот симбиоз нам позволил объединиться и получить все преимущества из обеих специальностей, а преимущества очень большие. Операция на сердце плода – это венец того направления, которое мы активно с Лианой Ефимовной развиваем. Это счастье, когда ты имеешь такую маму, потому что ты получаешь невероятное удовлетворение, невероятную энергию от нее. Она заряжает. И этот заряд энергии передается тебе, и ты можешь реализовать все вместе с ней. У Андрея Юрьевича, врача в 5-м поколении, просто не было шансов выбрать другую профессию. Ведь в этой семье объединились две знаменитые врачебные династии. Только родители Лилианы Ефимовны, поддавшись моде, стали инженерами. Дедушка мой был тоже очень известным в Казани врачом. Он был завгородравом, потом он был главным врачом кожевен-диспансера. А бабушка у меня была детским врачом. Вот войну они прошли оба. Вот у меня как раз есть фотография с фронта их обоих вместе. Вот. А Терегуловы жили на этой же улице, на улице Бутлерова, только рядом с домом ученых. И там династия вообще очень такая большая. И дедушка Терегулов, и папа и очень известный Эмиль Валерьевич невропатолог, и дедушка невропатолог. Их прадедушка тоже имел отношение к медицине.
Значит, полностью родители моего мужа, врачи, и наш сын. Вот никогда мы не воспитывали Андрея как врача. Вот никогда. И меня никто, и Юру никто не воспитывал как врачей. Но мы сами вот как-то, я называю это память поколений. Две династии объединились почти 40 лет назад. Будущий кардиолог Юрий Терегулов и Лилиана учились в одной группе в Казанском медицинском институте. И оказалось, что у них очень много общего, начиная с любви к путешествиям и до пристрастий в литературе. Ну, подружились мы и полюбили друг друга именно уже на 4-м, на 5-м курсе, именно с путешествиями. Мы начали вместе путешествовать. Первое наше путешествие было на велосипеде в Нижегородскую область, в деревню Воротынец, где он родился. Очень много было велосипедных путешествий и по Кавказу, и по Крыму у нас были путешествия. Потом, когда ребенок родился, мы все продолжали на велосипеде куда-то ездить, ну, по окрестным, там, в Услон, там, здесь. А потом, когда ему стало 3 года, мы пересели на байдарки. Это потрясающие воспоминания о этом времени, о этих путешествиях и о людях, которые их окружали. Это были тоже врачи, это тоже были разговоры о медицине, это то, что начало формировать во мне вот эту любовь к медицине и желание стать врачом. И даже домашние питомцы в этой семье тоже немножко пациенты. У Терегуловых дома уже больше 20 лет живет голубь без крыла. И всегда есть собаки. Та собака, которая у нас живет, она щенок нашей старшей собаки. Она повредила в 1,5-годовалом возрасте себе колено. И с тех пор вот уже, сейчас ей уже 7 лет, то есть больше, чем 6 лет, у нее хронический свищ, это постоянно перевязки, постоянное лечение. Вот я занимаюсь еще этой собакой. И сегодня Лилиана Ефимовна и Юрий Эмильевич продолжают кататься на велосипедах, на лыжах, купаться в незамерзающих ледяных речках в Марийских лесах и зимой и летом. Беговая дорожка утром и вечером обязательно, иначе не выдержать бешеный ритм жизни. А еще Лилиана Ефимовна заядлый водитель. Мы проехали всю Америку, с севера на юг, с юга на восток, и по западному побережью, по этому восточному побережью на доме на колесах. Мы Австралию проехали очень много, тоже такой же дом на колесах, только там руль был еще с другой стороны, то есть как бы путешествие по встречке. Лилиана Ефимовна переживает, что мало времени уделяет любимым внукам. Их у нее 3. Большая радость – это когда супругам удается вырваться на органный концерт в консерваторию или на спектакль в оперный театр. Но музыка в доме Терегуловых звучит очень часто. Классика, джаз. Она очень хорошо рисовала в свое время, писала стихи, знала литературу, увлекалась кино. Мы были вместе на, так сказать, премьере «Сталкера», который проходил у нас в Казани. Безумно любим Высоцкого, Достоевского. Но все-таки основное – это, конечно, любовь к нашей профессии. Они очень много также разговаривают друг с другом, и основные обсуждения – это обсуждение работы, какой-то научной деятельности, обсуждение статей. Это синергия, которая позволяет им быть гораздо сильнее, чем если бы они были поодиночке. Лилиана Ефимовна даже не берется подсчитать количество своих пациентов. Но она с детства верит, что есть волшебные невидимые нити, и все люди ими объединены. Тронешь в одном месте струну, а дальше эта арфа жизни притягивает или наоборот отдаляет какие-то события. И появляется тот человек, который нужен. Все складывается и происходит как надо. Но это такая способность, которую назвать очень сложно и которую очень легко потерять. Вот чуть-чуть вот ты
покроешься какой-нибудь такой самоуверенной коростой, и ты потеряешь это. Я абсолютно не самоуверенный человек. Абсолютно. Я абсолютно не уверенный в себе человек. И я даже не хочу вот становиться такой уверенной, там, звездой такой, пальцы веры, потому что я знаю, что я потеряю. Я потеряю вот эту вот оголенность вот своей натуры, наверное. Вот оголенность какая-то натуры, которая позволяет все воспринимать. Хотя это, ну, наверное, это где-то как-то опасно для жизни. Может быть, надо где-то не быть, не делать пальцы веером, а быть все-таки более таким хрупким, но это тебе за это что-то дается другое. Где-то ты что-то упускаешь, но где-то тебе что-то возвращается. Дед мой говорит, делай добро и бросай его в воду. То есть не надо ждать, что ты вот сделал это добро, и вот это может быть. Вот это может быть моим главным принципом. Делать добро и бросать его в воду, не задумываясь, что тебе от этого будет. Вот это, ну, не только мой, это принцип, наверное, всей нашей семьи.